Добрый вечер, дорогие мои зрители. Как там любили у нас говорить, не в обиду будет сказано, когда мы татар между собой разговаривали, раньше доводилось слышать, а может она что-то плохое говорит. Поэтому я тут ставлю заголовки на татарском языке, чтобы было понятно, на какую тему разговора, а потом думаю, все-таки, кому-то интересно узнать, о чем говорили. Вот я сейчас буквально видео выдал такое, что вот счастье не в деньгах. Сейчас в русском варианте хочу сказать. Как-то пришел на рынок и заинтересовался, журналистская эта косточка сработала. В кое веки там появился не просто мед продает, а мужчина привез, значит, пчел в стеклянной какой-то этой кубе каком-то, там они внутри, там еще копошатся, интересно, зрелищно. И я видео снял в интернет, потом поделился этой новостью с одной татаркой, медом торгующей, там же на рынке. А она говорит, ахшаки тряма, деньги приносит, типа. Вот. И мне как-то, знаете, не по себе стало, думаю, и что такое? Вот помните, у Булгакова, Булгаков, что ли? Нет. Секундочку. Аркадий Аверченко там пишет в одном из своих этих произведений, он коротких таких, да, он рассказывал, что наконец он женится. Любовница спросила, а богатая невеста, там родственники спросили его, а денег много с собой, приданого много. А никто не спросил, счастлив ли я, а люблю ли я ее. Поэтому я говорю, что, допустим, если люди думают, что вот это счастье прям в деньгах, все особенно, знаете, хорошо говорить, скажете, у кого деньги. Нет, просто когда деньги есть, или там, допустим, там другие виды счастья, там, скажем, кроме денег там. Мне кажется, все-таки деньги, может быть, на каком-то месте, но, как говорится, с деньгами не так хорошо, как без денег плохо. Поэтому, конечно, кто без денег страдает, тот скажет по-другому. Это его личное право, значит, вот его точка зрения должна быть уважаема. А просто хочется о том сказать, что люди зачастую просто начинают на первое место ставить деньги. Вот на рынок раньше ходили, на Востоке, там ни газет, ни радио, ни телевидения, ничего не было. И новости на базаре узнавали. Человек приходил, знакомых видел, общался, стресс снимал, что-то покупал попутно. И в основном... А сейчас приходишь, у них как монетки вместо глаз, они на тебя смотрят, думают, что-то купит или нет, деньги принесет доход или нет. И вот я вот там их подколол и фразу эту вспомнил, ахшаки тряма, деньги приносят или нет, и напомнил, что у нас были меценаты, известные на всю Россию, миллионеры, братья Агафуровы, братья Хусаиновы, значит, Агафуровы в Екатеринбурге, Хусаиновы в Оренбурге, в Оренбургской губернии. Вот. И они строили там мечети, медресе. Они даже вот приходили, Хусаинов, один из них, когда собирались, вот где там Дом Советов раньше, а там, значит, до этого храм был, соборный храм был какой-то. И православные собирались строить. Он пришел и сказал, фундамент от меня. И он, видимо, говорят, желтки использовал от яиц, что когда большевики взорвали храм-то, все сумели взорвать, а не удалось им взорвать фундамент. И Дом Советов, говорит, на этом фундаменте до сих пор стоит, говорит, там. Вот. И они же никогда не говорили, эти миллионеры, а деньги-то приносят, деньги приносят. Они думали о народном благе, чтобы действительно будить в людях разумный, добрый, вечный, чтобы действительно творить добро, а не то, что только это. И потому я еще сказал, что, допустим, в отличие от жителей Средней Азии, которые там никогда советская власть не истребляла в них, простите, дух торгашества, грубо сказано, способность или тягу к торговле. У нас были татары, и даже когда-то говорили известные русские личности, такие знаменитости, говорили о татарах. Если бы не революция, они, татары, захватили бы весь рынок России, потому что они умеют, у них в крови этот бизнес. Но советская власть вытравила каленым железом, буквально, так сказать, из татар вот это вот. Поэтому они в основном рабочие. И сейчас вот нарождается новый тип, значит, купцов и так торговцев. Но они, понимаете, несколько поколений не прошло, они не отсеялись. Поэтому они, знаете, в основном только на первом месте у них деньги. Все время только о деньгах они и думают. Вот, пожалуй, в этом причина, что век наживы, все думают, что деньги главные. А деньги, они, знаете, позволю заметить вам, что как воздух. Когда его нету, конечно, человек задыхается, все мечты о воздухе. А когда он есть, он не ощущает. Вот я говорю, если бы счастье было в деньгах, действительно, вот по большому счету, то, допустим, тот же Абрамович, у него 6 детей, вот. Надеюсь, он на меня не подаст. Может, обратит, если внимание, спросит, что тебе кроме денег надо. Так вот, я хочу за Абрамовича, 6 детей, развелся,
Значит, что-то счастье не в денег, у нее миллиарды, жена в чем не жила. Значит, все-таки другое что-то нужно человеку. Понимание, взаимное уважение, терпение, что-то, взаимные интересы общие, там еще что-то необходимо, надо полагать. Вот. А мы все всегда думаем, вот, как этот говорил этот русский мужик когда-то, что цари, говорит, они сало с салом едят, значит, заедают, он так думал. Ну, вот у нас, к сожалению, так думают, что вот богатые, они прямо на Олимпе так наслаждение сидят и не хотят спускаться. Ну, позволю себе не согласиться с этим. Ну, а предыдущее видео я посвятил чему? Как-то иду по улице, там, значит, надо арендную плату взять, и 3-4 километра я иду быстрым ходом, осенью так догоняю человека сзади, подросток, так энергично руками туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я его хочу обогнать, с трудом обгоняю, и мысль мелькнула такая, думаю, блин, надо же, как, ну, обычно свойственно, допустим, молодости завидовать. Так в душе позавидовал. Вот, говорю, подросток молодой, надо же, обгоняю, заглядываю. Представляете, он мне чуть ли не в отцы годится. Я говорю, надо же, вот. Вот просто он себя умеет, он энергичный человек, не теряет способности, как сказать, интерес к жизни теряет и способности, соответственно. Поэтому у него там как-то он заряжен, видимо, на здоровые все мысли, на здоровый образ жизни. И вот просто в связи с этим хотел сказать вам. Я там сказал, что есть замечательная русская поговорка. Ну, там есть о женщине, насколько она выглядит, столько ей лет. А о мужчине сказано, что мужчине столько лет, насколько он себя ощущает. И действительно, вот я здесь вот видел дед, 90 лет, он там самая маленькая мечеть у нас в республике, ну, может быть, в Поволжье. Вот, и у него там 3-4 человека можно одновременно находиться. Вот эти мечети, я там видео одно снял. И вот, он 90 лет, я как-то в баню пошел и увидел, там пришел другой раз, на рынке я его видел. Потом он на Сабантуй иду, он вдоль этой самой улицы проспекта Сабантуйный, такой, значит, проспект у нас временный складывается. И он там сидит и тоже энергичный человек, 90 лет. Мой дед, например, 96 в жизни, то есть в жизни он это, как сказать, всяко испытал, но до 94, до 95 лет он вообще сохранил вообще бодрость духа и тела. И общеизвестно, знаете, такое крылатое выражение, это у вас возрастное. Когда человек обращается к врачу, там, в любом возрасте, значит, это у вас возрастное. Вот вашему покорному слуге ДТП был, в аварию попал, там, и как-то в больнице скорой медицинской помощи оказался, там, и среди тех, где инсульт там пережили. А один там 20 копейками, 25 лет инсульт пережил. Второй, значит, второй раз, кстати, второй там какой-то мужчина лет 40 лет, и жена пришла навещать. Я говорю, а как? У него, говорит, 2 инсульта, 1 инфаркт, что ли, или 3 инсульта, 2 инфаркта, не знаю, как-то боюсь ошибиться. Я его спрашиваю, да, говорит, зарплату, говорит, задерживает, а детей 4, что ли, там у него, или 5. Вот и все, и что он там 40 лет или 20 чем-то лет инсульт пережил, теперь это, даже 16-летний, говорит, и надо инсульт. И что, врач скажет, это возрастной у вас, да? Мама говорила как-то, ничего они не знают, говорят, врачи. Ну, в какой-то мере, видимо, мама была права, потому что некоторые начинают именно на возраст сваливать. Причем здесь возраст, когда, допустим, человек, вот у меня, слава богу, уже не сглазить, брат 85 лет, сейчас только просто в Одессе. Другого брата потерял, который, значит, 70 только лишь стукнуло. И он уже как-то немножко, говорит, все-таки, говорит, сдал. А так вообще 75 лет он ездил, представляете, в другой конец города, в Одессе. Он, значит, милицейский начальник был, начальник департамента охраны общественного порядка области Одесской. Потом работал начальником отдела кадров в мединституте, потом в медуниверситете Пирого, а потом, значит, в морской академии начальник, ой, там это зав. Лаборатории, потом зам зав. Лаборатории. Сейчас, говорит, в связи с ситуацией, знаете, какая там, значит, сократили его, и вот он, единственный интерес потерял в жизни, и, конечно, племянница мне по мессенджеру сообщает, что дяди Леши там трудно, мол, да, понятно, его можно, конечно, но в нашем роду как-то все бодрость сохраняли, и поэтому надо всегда чем-то заниматься, интересным видом деятельности. Не главное, чтобы не деньги приносило, а главное, чтобы, знаете, смысл жизни в этом состоял. Интересные, любимые занятия, поэтому выходит человек ради денег женится, он не всегда бывает счастлив, а по любви женится, но чаще всего удается, что счастливо с ней живет. Так что и работу тоже надо по любви выбирать. Вот я вам протараторил, татарин вам быстро.
хоть вы узнали, о чем вот эти два видео мне посвящены. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго.